пешеходных переходах вы все были внимательными и осторожными. Вы хорошо усвоили правила дорожного движения. Скажите, ребята, а какие еще вы знаете правила? Я знаю. Кирилл. А я знаю правила вежливости. Нужно говорить спасибо, пожалуйста и уступать место старшим. Не только. Да знаю я. Хорошо, хорошо. Очень полезное правило. Еще. Я знаю. Максим. Право поведения. Мама всегда говорит, веди себя хорошо. Это как? Ну, взять перед обратным, указать руки, не держаться, не плакать на переменках. Ну да, вот. Молодцы, ребята. А еще есть правила этикета. Надо знать, кто первый сходит в лифт, кому уступать дорогу, в какой руке держать вилку и ложку. К взрослым нужно обращаться на «вы». Вот умная, а меня вчера портфелем по башке. А это за то, что ты не умеешь вести себя с девушками. Молодцы, молодцы, ребята. Очень полезное правило. А у мамы на работе прямо на стене висит правила торговли. Верно. А еще есть правила игры в шахматы. Помогают логике, развитию и мышлению. Молодцы, ребята. Много разных правил есть. Но сегодня мы поговорим с вами о таких правилах, незнание которых может очень дорогого стоить. Бывает, неприятности случаются из-за большой глупости. А иногда неприятности возникают из-за шалости. Ну что, ребята, я вам расскажу одну историю. Давайте отправимся в класс. Посмотри на них, наши удивительные. Это наше небо, наша родина. Мы все любим осторожнее. Это снова движется стремительно. Мы отслеживаем все события. Мы исследователи.
И так близко, даже сам испугался. А машина-то куда-то въехала. А крику-то сколько было. Ой, даже кому-то плохо стало. А я что, живой, невредимый? В первый раз, что ли? Смотри, как там. Что это? Вы кто? Мы подруженьки твоей Васи, самые лучшие. Как же мы тебя любим. Без тебя нас бы и не было. С нами тебе веселее, с нами тебе интереснее. В общем, до добра мы тебя не доведем. Доверься нам. Кто вы вообще такие? И откуда знаете, как меня зовут? Он еще и спрашивает. Да мы же из тебя появились. Давай знакомиться. Я твоя глупость. Как быстро я в тебе расту. С каждым пропущенным уроком, с каждым не сделанным домашним заданием, с каждым непослушанием перед родителями. Это просто краше для меня. Расту я на них. Расту, расту, расту. Ты хоть знаешь, что такое дрочинг? Нет. Ну, понятно, откуда тебе знать? Мой глупенький молодец. А я шалость. Ай, я колючка из цветочного города. Но там все так скучно, все по правилам. Не люблю я там никого. Правда, меня там никто не любит. А я так люблю веселых, озорных мальчишек. С ними можно целые горы свернуть. Огромные горы машин. Да прекратите колоться! Какая жалость, какая глупость! Я вас не знал и никогда не видел. Надо же, не видел. Зато мы с тобой никогда не расстаемся. Всегда рядом с тобой. Сейчас мы отведем тебя в сказку. И ты все увидишь и поймешь. Может быть, поймешь?
плачет. Привет. А куда это вы путь держите? Привет! Мы только сегодня расцвели, и мама нас отпустила одних погулять. И сегодня мы познакомились с зеброй. Она нас научила правильно переходить дорогу. И теперь мы идем на площадку играть с мячиком. Правильно переходить дорогу. Идем на площадку. Да что вы там не видели? Там всегда одно и то же. А давайте прямо здесь на дороге поиграем. Но здесь же дорога рядом. Да кто нам что скажет? Давайте играть прямо здесь. Ой-ой-ой, пух и прах. Эй, рассматриваться. Ты чего наделала? Это же... Я? Посмотрите на него. Он тут как будто ни при чем. Ну ладно, это ж Катя. А то мальчики, ну что, нам прямо что ли жалко? Мы же с тобой друзья. Да никакие мы с тобой не друзья. И знать я тебя не хочу. Да кому ты нужен? Таких, как ты, знаешь сколько? Вот пойду и выберу себе лучшего друга. Да тут таких навалом. Выберу себе какого-нибудь глупышку.
Можно встретить знак такой на дороге скоростной, где больших размеров яма и ходить опасно прямо. Там, где строится район, школа, дом и стадион. Что это за знак? Пешехода. Движение пешехода. Белый треугольник, красная кайма, чудный паровозик с дымом у окна. Этим паровозиком правит дед чудак. Кто из вас подскажет, что это за знак? Спасибо, ребята. Ну ладно, ладно. Ну и зебра с ней, с этой шалостью. Ну я твоя верная спутница. Сколько мы с тобой уже всего пережили. Помнишь? Ух ты, какой заборчик. А давай махнем через него. Тут высота-то. Ты на физкультуре выше прыгал. Не сможешь? Слабо? Ты, глупость, мне с тобой не по пути. Ну давай за мной. Там знаешь, как интересно. Монетку на рельсы положим. Это же классная глупость. Ну, слабо? Никуда я с тобой не пойду. Мне нужно избавиться от тебя, глупость. Ах да! Ах да! Ах да! Вот ведь умник нашелся! Так же неинтересно жить! Все время по правилам! Прощай! Эх ты, Вася! Друг, мне кажется, что ты кое-что усвоил. У тебя были не самые лучшие примеры. Трудно было устоять. Да, я понял, что мало только изучать правила. На дороге их нужно выполнять. Я научился никуда не спешить. Я избавился от шалости и глупости. Вася! На дорогах от них одни неприятности. Молодец! А сейчас мы посмотрим, хорошо ли вы освоили правила дорожного движения. На светофоре горит красный свет. Можно идти через улицу? Ой, зеленый горит. Вот тогда можно идти через улицу. Утром, вечером или в обед на проезжей части играем? Ну стоишь уж от этой пути. Будь осторожен, не мчись скорей. Так полагается делать всегда. Быстро в городе учиться. Правила знаешь, движение? Молодцы! И вы все, выходя на дорогу, не спешите и соблюдайте правила дорожного движения. Вся наша жизнь, как большая дорога, будь осторожен в пути. Если ты правилам следуешь строго, легче по жизни идти, легче по жизни идти. Правила эти запомнить несложно. Осторожно, дети, дети, осторожно. Фарами светит нам транспорт дорожный. Осторожно, дети, дети, осторожно. Правила эти запомнить несложно.